Здравствуйте! В государстве Алания 18 часов и в прямом эфире информационный выпуск сегодня. С вами Ирина Кусраева и вот главные темы дня. В поддержку военнослужащих очередная гуманитарная помощь доставлена на Донбасс. Невосполнимая утрата для Остинского театра. Ушел из жизни народный артист Южной Осетии Виталий Нанев. Длинные выходные ждут жителей Южной Осетии. С 20 по 25 сентября объявлены нерабочими днями. Очередная гуманитарная помощь доставлена на Донбасс. Сбор помощи был организован депутатами парламента. Для бойцов было закуплено все необходимое. Большую помощь оказал и президент Алан Гаглоев. Гуманитарный груз сопровождали депутаты парламента Гарри Мулдаров, Роберт Устаев и Арсен Квезеров. В Мелитополь выехала и съемочная группа ГТРК «Ир». Наши коллеги уже передали кадры из передовой и встреч с осетинскими бойцами. Гуманитарный груз для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Очередную партию гумпомощи осетинским бойцам доставили депутаты парламента Южной Осетии. По словам Гарри Мулдарова, они привезли в Мелитополь продукты, воду, медикаменты. Важно поддерживать военнослужащих, осетинских добровольцев, которые сейчас на Украине защищают народ Донбасса, добавил депутат. Nabun Kamadudum iler fajistam na mujam khalmakostasta benot Melitopolistam ma sabun kamandarittar disutnu ilda na rozmar boshudasta mohkamastam kashikostinca urdamma sa porohot kanam mana inshtarittar lastami abunium saushi ildar ol kamandar jibubshim rodi khutama jolchitara lasta nabun kamandarittar dis kamanya bunasirnam boshandu manam labuzar shanchma سافل که یک ترزونه مدونی در فکر تمر باشه دستنام چه خسته یولدر. На протяжении нескольких месяцев в Южной Осетии собирали гуманитарный груз. Никто не остался равнодушным. Огромное количество граждан республики оказали помощь в сборе гумпомощи. Гарри Мулдаров поблагодарил всех за поддержку. Многие закупали продукты питания, хозяйственные принадлежности, другие оказали финансовую помощь. Sam fakasem boida ci deittarsen naše ci materiálna fakasem boida ci šamai maftating xsezgun numating ester buznek jurench ushal damani veldarofta ten buznek este ирестунал damai. Кроме того, как отметили депутаты, помощь в сборе гуманитарного груза оказал президент республики Алан Гаглоев. Финансовые средства были собраны в том числе из благотворительных концертов государственного ансамбля «Симт». Зараса Кузаева, Зарим Марсоева. Информационный выпуск сегодня. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев поздравил президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада с днем рождения. В поздравительном послании, в частности, говорится: «Многоуважаемый господин президент, искренне рад приятной возможности направить вам самые сердечные поздравления по случаю дня вашего рождения. В Южной Осетии с восхищением наблюдают наглядные успехи в развитии Сирийской Арабской Республики. Вами делается все возможное ради государственных интересов Сирии и ее народа. Ваши замечательные личные качества, государственная мудрость, мужество и преданность Отечеству помогают вам с честью и достоинством идти по пути служения Родине. Искренне надеюсь на дальнейшее развитие дружеских отношений и продуктивного партнерства между нашими странами и народами. В этот особый для вас день желаю вам, господин президент, крепкого здоровья, новых достижений и реализации всех намеченных планов, направленных на процветание Сирийской Арабской Республики, а всему сирийскому народу мира и благополучия». Ушел из жизни народный артист Южной Осетии Виталий Нанев. Он скончался после продолжительной болезни на 58-м году жизни. Нанев сыграл многочисленные роли в Государственном драматическом театре, где прослужил около 30 лет. За долгие годы работы он снискал уважение коллектива и любовь зрителей. Его уход – невосполнимая утрата для драматического театра.
Виталий Наньев – народный артист Южной Осетии и заслуженный артист Северной Осетии. Всю жизнь проработал в Государственном драматическом театре. Талантливого артиста подметили, когда он учился на 2-м курсе, и уже тогда ему предлагали эпизодические роли. С тех пор мастер сцены не покидал югостинских зрителей. В студенческие годы Виталий Наньев подружился с коллегой по цеху Василием Теховым. Долгие годы совместной работы, одна гримерная, постоянные выезды на гастроли. Для меня это огромная потеря, говорит Василий Техов. Fakistan bire kod aktör ofta där tänk kurdiatchen aktörodi kafen madar zaren madar fende tragikontroll dait fende kamiski roll dait alls derze hast podokuten beldi softa iu khalar efasordistam ofta zagznan izmanan mekhuz dar khalar navdi ma kod aktör ofta ezima bokustunis kod regisseur ofta ima bokustun du spektakle Fajn ustete, ma tu gejz občin za sebe. Ma melodie ma tengen sun kusen. Uman ma aktör kase khiyol nakuse ma khadag nakuse. Uman ma rejisseur azin kuse baye. Последнюю роль на сцене родного театра Виталий Наньев сыграл в спектакле «Фастагавдисен». И несмотря на коварную болезнь, он смог выйти на сцену во время премьерного показа и снова сыграть блистательно. هایی جنان این مودی تنگن چون کوسان تنگ وزدان تنگ داو جنودای مودی تنگ اشترزن جنودر شدیس ندیاتر در ایرستون نکنای در اما تگاگن آخم زیانت نفد نبازم بایدانش نه فیتچوک در من ندیاترن من نکنی رستونن در За долгие годы работы не было ни одного театрального сезона, чтобы Виталий не был задействован в спектаклях «Фатима», «Юлий Цезарь» и другие постановки, благодаря которым его полюбил зритель. Он всегда выкладывался на сцене по полной, любил театр и дружил со многими артистами. У любого артиста всегда есть любимая роль, которая запомнилась больше других или стала отправной точкой в карьере. Для Виталия Наньева это была роль в первом спектакле «Буря» по одноименной пьесе Шекспира. Tengestterul nou die spelen, teng borst of daar mee. Svenderul der kozen die zo, teater kussen kruiden dan zabach, resta gokostan das kosta, wat die of dat kunt oeserul, maar zal daar teng zat dat met de kern met om net exterieur der zonen, ja ne gasten der riol der tom seizoenen. Maar wat teng is er daar maar is nog je fijn ustete. Wil gel mi met partner ter diste maar oeserul der teng is alle spektakel daar ze kozdisten der men der gezoen. Wil gel نانی ما کتسک تا یدودی سخره فرترول قصد اسمه ارتا دارو دست ارتا افتا آخرمان سام بسارستوی نمی کاستری спектакль بمیده های زفته آخرم زرتا کناز ورتولا دادسته قصد. Для Государственного драматического театра это большая утрата. Мы лишились одного из талантливейших артистов, заключил Василий Техов. Яна Плива-Идакочева, информационный выпуск «Сегодня». В Схинвале продолжается возведение многоквартирных домов в районе бывшей текстильной фабрики. Жилые дома строятся в рамках инвестиционной программы. На данном этапе строители уже полностью отстроили один корпус. Синхронно рабочие бригады проводят внутренние отделочные работы в других многоэтажках. Строители завершают работу сразу в 2 корпусах. Один уже полностью готов, второй дом застройщики планируют сдать в эксплуатацию в течение 2 месяцев. Всего в проекте предусмотрено строительство 4 многоэтажек. Жилой комплекс расположился на месте бывшей текстильной фабрики. К объектам также подключены все коммуникации, проведены электроэнергия и газ. Строители ведут работы по благоустройству территории. Инако стоит фестиваль, хазар саттау, ама артака благоустройство канан, май карма ватсаганос хазар ватсистам уже, саттанан карма. Реализация проекта идет по плану. Отставания от графика нет. В квартирах ведутся малярные и штукатурные работы. В работах в основном задействованы местные рабочие, которые многие годы активно сотрудничают со строительной фирмой СТМ Юг. Аскорпус мидагдар, мидаг как коста. Савенс, отделка коста автозавьем, шпаклевка, плитка коста, дуэрта,
В общем, мидак костам схаван сиюлдар. 80% саттау эйдар. Аз хазардар 80% саттау. Майк харум кавам фавам мидак коста. Благоустройство, да, благоустройство уже на канай. Полнил там на канайском застем. Мана венут выходак захтар калам, асфальт тротуар тацаттаста. Мана проезжий фандакта бозодастем, удон костканам штакка. Что касается остальных двух корпусов, один из них четырехподъездный, второй одноподъездный. Они будут отличаться и своей планировкой. Их планируют сдать в эксплуатацию в конце 2023 года. Третий корпус андар. Одноподъездный саттау Б3Б автоязарам, крыша бену, выходага бену, штукатурка дарконду, назасава мидапка коста, сантехника коста засава мидаги. Мама третий А корпус, мана пятый этаж, а моем мама штукатурка коста дарканам мидаги. Зарплату рабочим всегда выплачивают без задержек. Мы махан задержка это никуда. Салферс, мен так кадаровтау, Аламейдар строго фацак коримидак, зарплата алчидар раньше, эмес алчидар раньше, мен акушта дари в бонумес. Азила тафарсот сепатар, растага раньше сакост. Строй материалы не самый сухостам, аспектар на мис, на поставка алабундарнам сава через день, куда кого автомашина-то на материалы сухнистам, алсамейдар хастастам. Вада куштадарнам и фагусты, алакусталдар хасам, мы яфам растагмагаска алспаттарозам. По словам строителей, с поставкой строительных материалов проблем нет. При строительстве используются высококачественные строительные материалы. Лена Газаева, Регина Черткоева, Ида Кочиева. Информационный выпуск сегодня. Длинные выходные ждут жителей Южной Осетии. Согласно постановлению правительства о переносе выходных дней в 2022 году и календарю праздничных дней и памятных дат, с 20 по 25 сентября являются нерабочими днями. 19 сентября в республике отметят День государственного флага. 20 сентября – День провозглашения республики, а 21-го – Рождество Пресвятой Богородицы. В Национальном музее открылась выставка заслуженного художника Хазби Кокоева. Мероприятие приурочено к юбилею художника. Хазби Кокоеву исполняется 80 лет. В экспозицию вошли не только картины, но и работы из литографии. Выставка продлится до 21 сентября. Стелла Бязрова расскажет об этом подробнее. Впервые в Цхинвале открылась персональная выставка заслуженного художника Республики Южная Осетия Хазби Кокоева. Инициатором проведения мероприятия выступил отдел молодежи и спорта администрации Цхинвальского района. Хазби Кокоев один из немногих осетинских художников, кто занимается сложным направлением в искусстве – литографией. Будучи скромным человеком, Кокоев редко показывал свои картины. Возможно, именно поэтому его уникальные работы не так хорошо известны. Когда мы увидели работу Хазби Георгиевича, нам стало очень стыдно, честно говоря. Стыдно от того, что до сих пор его работы не были выставлены. До сих пор такому художнику не была организована персональная выставка. За большие личные заслуги в области изобразительного искусства и за многолетнюю творческую деятельность указом президента республики Хазби Кокоев удостоен звания народного художника Республики Южная Осетия. Зрители задаются, Аланский цикл и нарский эпос – основная тема творчества художника. Его картины отображают культуру и быт остинского народа. Кроме того, мастер кисти пишет и в стиле исторический соцреализм. Мне все очень понравилось. Я не художник, но это, по-моему, очень большой труд. И хороший. Вся быт осетинской культуры все показано.
ببینم فدلت دیمایل تنگ مثلا فشت دیگه کستید رسال که نویزر نست خودی لگونداد خلا تنگ خصوص بیش من آخرم بیست فصارست بود سشرب بیرار کنیشان دوشتم منم آخرم آدم چیزی تگستیر مست خودشت دنیایی فاده نفلا این سفیرات یک در این در سقف وظیفه شد ولی مکان شما مثلا کس در رونوی ما كيف أزمنوي كمان در روجست ستارت كيدار نفكان الفانشين كيدار أنا يتخيل قوي ما جاي نخي ستارت كود ولا مكان. Выставка Хазби Кукоева продлится до 21 сентября. Стелла Бязарова, Азамат Кудзеев, Вера Цхавребова. Информационный выпуск сегодня. Ученица Дзавской средней школы стала обладателем диплома всероссийского конкурса «Большая перемена», который является одним из самых массовых проектов для детей и подростков. Яните Якубовой диплом победителя дал возможность без сдачи ЕГЭ поступить в выбранный вуз в России. Анжела Кукоева пообщалась с выпускницей. В свои 17 лет у Яниты Якубовой множество дипломов и наград за отличную учебу. Но диплом, который ей вручили на всероссийском конкурсе «Большая перемена», занимает особое место в ее жизни. Он дал ей шанс получить высшее образование в любом российском вузе без сдачи ЕГЭ. Выиграла я, получается, себе, можно сказать, билет в жизнь, потому что я могу теперь поступить в вуз Российской Федерации на бюджет. Это и был приз основной. Выиграло всего 58 человек, и я, одна из победителей. Всероссийский конкурс «Большая перемена» проходил в Крыму. Его участниками стали более сотни ребят с разных уголков Российской Федерации и стран СНГ. На конкурс были приглашены участники из Южной Осетии. По словам Яниты, она легко справилась со всеми заданиями. Большая все-таки возможность была поехать в Артек. В большинстве случаев помогала моя классная руководительница Инга Муратовна, ей за это очень большое спасибо. Она меня наставляла, морально поддерживала. В принципе, никто не обошел стороной, все учителя помогали. Янита учится в 11 классе в Дзавской средней школе. Желание оказывать поддержку людям, разбираться в их проблемах помогли ей выбрать будущую профессию психолога. После окончания школы я хочу все-таки продолжить учиться на территории Российской Федерации, потому что для меня это честь. Наверное, будет лучше стать психологом, все-таки помогать людям – это любимая моя часть. Учеба в школе Яните Якубовой дается легко. Учителя отзываются о ней как о способной ученице. Тенг старательная, тенг учебы, я дисциплина вообще идеальная. Янита – это человек-солнышко. На любом уроке она всегда активна, собрана, внимательна и всегда готова прийти на помощь. Янита не только хорошо учится, она также участвует во всех внешкольных мероприятиях. Однако сейчас большую часть своего времени она посвящает учебе, ведь впереди у нее выпускные и вступительные экзамены. Анжела Кукоева, Арсен Гасиев, Вера Цхавребова. Информационный выпуск сегодня. Хорошие погодные условия позволяют работникам благоустройства выполнять комплекс работ по благоустройству территории. Сегодня они приводили в порядок зеленые насаждения на улице Героев. Порядка 25 рабочих были задействованы в работах. Кроме того, от листвы и мусора были вычищены газоны. Ранее подобные работы были проведены на улице Ленина. В течение нескольких дней рабочие бригады комбината благоустройства продолжат уборочные работы. И уже к празднованию Дня государственного флага и провозглашения республики столица будет готова. А далее прогноз погоды на завтра, 13 сентября. В республике завтра будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. В Знаурском районе днем плюс 25, ночью плюс 15. В Дзавском районе днем плюс 25, ночью плюс 13. В городе Койса днем плюс 22, ночью плюс 12. В Ленигорском районе днем плюс 26, ночью плюс 16. В столице республики в Цхинвале днем плюс 26, ночью 15 градусов тепла. Я благодарю вас за внимание. До свидания.